Еще со времен Древней Греции людям, достигших совершенства в своем мастерстве, ставили памятники, бюсты, и они становились символами для стремления молодежи. Их образы сохранились до наших дней и служат примером для подражания в графике художественного рисования школьников и студентов. И в Римской империи славили своих героев знаками внимания, возводили их бюсты на пьедестал, и они становились богами. Таким образом, они оставляли память о себе для будущих поколений. А что в шумерской цивилизации? Скажете, их не было? В Парфии они занимают огромные барельефы на стенах. Вспомните Сирию последних лет. Сколько было пролито слез по утраченным памятникам культуры после их оккупации игиловцами. О памятниках речь скульптора из Ульяновска Николая Григорьевича, сына от земли чувашской и духа этого народа, борца за нравственность и возвышение культуры болгаро-чувашского мира. Симбирск, как известно, это современный город Ульяновск, и по сей день, как мне думается, остается культурной столицей всего чувашского народа. Отсюда началась просветительская деятельность Ивана Яковлевича Яковлева, который открыл на свои средства школу для чувашских детей еще в царское время, имейте в виду. И пласт за пластом воспитывает в них писателей, будущих драматургов и будущих композиторов, художников. Эти люди становятся личностями для духовного подъема нации. Симбирск – родина Ленина. Здесь родился Владимир Ильич, здесь он выбрал путь революционной борьбы за социальную справедливость. Через несколько поколений эта земля вселила надежду Николаю Кондрашкину вернуть своему народу лики людей, его вождей, послуживших болгаро-чувашскому народу и духовному его роду. началом торжества нашего народа, великого, мудрого народа, честно говоря. Вот, поэтому за Катрагом мы видим также великие художники. Это Кокель, великий Кокель мы знаем. Это и Бичурин, это и Айги, и многие другие идут как бы дружиной, чувашской дружиной нашего народа, да. Поэтому здесь мы видим самые молодые, это мой учитель Виктор Михайлович Степанов. Он преподавал чечению в педагогическом институте в Чебоксарах, когда я заканчивал художественно-графический факультет в 1979 году. Это моя племянница, это самая молодая булгарка нашей племени Кондрашкиных.
это Олеся. Она была маленькая еще на руках у бабушки, вернее, моей мамы. Она капризничать начала. Я начал лепить минут 10-15, капризничать сначала и бросил. И я его условно уже создал, вылепил, отформовал. И стоит с тех пор. И она очень похожа, честно говоря. Это и есть продолжение болгаро-чувашского народа. Так что через эту горькую рябину, понимаете, Никифор Мранька, он же велик именно Эмерзаки Сарлага. этой книгой, да. Вот эта книга, она сама по себе, это уже золотая страница нашего серебряного народа. Как народ мучительно жил, как страдал, как издевались над ним. Он же об этом написал. И это и есть как раз, в смысле, началом торжества нашего народа. Новые книги. Время собирать камни. Это тоже не случайно. Название книги вот так написано. Время собирать камни. Это о нашей дружбе Дунайской Болгарии и Волжской Болгарии. Поэтому в этой книге десятки моих коллег, которые участвуют в этом сборнике, мы учителя, наставники, Станьял, Егоров и болгарские поэты и писатели. Вошли их стихи. Есть Ваня Ангелова, очень талантливая поэтесса. Я обожаю, я преклоняюсь перед ней. Она молодчина, она создает такие стихи. И про меня пару стихов она написала. Знаю, про Волжскую Болгарию. Честно говоря, сейчас времени маловато, можно бы было и прочитать. Вот. Конница Катрага, вот Ваня Ангелова пишет. Серебряный конь Волжского Болгарии, академику Николаю Кондрашкину, сегодняшнему Катрагу. Стало быть, вот этому Катрагу. Мой псевдоним Катраг, как вы знаете, потому что это мне было присвоено чуть раньше, Юхмамиши, мы говорили, а потом Олег Цыпленков случайно говорит: Николай Григорьевич, давайте дадим вам Катраг. Я же был свидетелем. Я говорю: Олег Михайлович, я говорю, не поверите, я говорю, я уже Катраг. Как это так? Я говорю, да. Я говорю, во-первых, Кодр, Катраг, это корень Кондрашкина, это Катраг, понимаете? И псевдоним Катраг. Это удивительное совпадение в жизни бывает, поэтому это очень приятно. Эта книга появилась после моего вот последнего майского посещения Дунайскую Болгарию. Здесь тоже я пишу о наших проблемах, которые возникают перед нами по установке выдающихся представителей, памятнику представителям болгар, да, личностей. Истории. Поэтому вот они. Тут же Кубрат, тут же Катраг и остальные. Весь мир ставит, это Аспаруху стоит. А почему Катрагу у нас до сих пор нет? Неужели мы, на самом деле, наше общество не созрело? Я чувствую. Неужели об этом надо кричать во весь мир и умолять, как Володя говорит, просить? Мы не должны просить, я думаю. Мы должны, представили мы свои работы, пожалуйста, обсуждайте. Это не нравится. Есть много других прекрасных художников. Федор Мадуров, Нагорнов и многие молодые, подающие надежды. Так что надо к ним обращаться. Надо устраивать выставки. Надо смелее выдвигать. Николай Григорьевич, то, что чуваши нет Кубрату, Катраку, это нонсенс, недоразумение, недальновидное
мышление нашего руководства чувашского. Это мне за них стыдно. Такое вы дар делаете, бесплатно даете. Вот подарок города Чувашии, но недооценивает, не умеет понимать. Я почему бесплатно даю? Каких Потому что я больше люблю свой народ, чем Да. любой другой соседский. Да, да. Потому что Они- мне болгары, Дунайская Болгария платит, Да. я уже говорил, 2000 евро Да. оплатили за бронзу только. Да, да, я... Хотя это я тоже сделал подарком. Я мог бы отправить его полимеробетоне, скажем, гипсе, чтобы они отливали. Но эти люди конкретные, они решили, знаешь, надо отливать, надо бронзе ставить. Вот люди хотят, есть добрая воля, помогают. А здесь бесплатно не хотят получить, потому что отписываются и не включили план. Мне за это стыдно. Мой лозунг: Стыдно. Это у них съезд, «Эбе адолши болгар чуваш». болгары знают. Я волжский болгарин. И мы вот тоже, мы тоже являемся членами. Наш лозунг. Как, Дарю. как этот... Спасибо, спасибо. Как плохо. когда Вот вы Володя не понимаете. провел в Крыму прекрасное мероприятие. В этом году. Владимир Да. Болгарский. Так что Володя молодец. Ну, много не Вот говорит, поэтому Краешек вот покажи. таких Вот эти люди, да? к таким нужно прислушаться. Вот я сам здесь стою. Ай, да, Вот молодец. это Николаев. Он уже у нас, собственно, созрел, состоялся, люди работают. Я им благодарен и выражаю огромную благодарность за понимание прежде всего. Вот, смотрите, это примерно вот так я его вижу на болгарской земле, но там есть еще тоже проблемы. Я же сказал не зря, что неважно где, на любом кургане, любой курган, столько курганов, которые забыто, понимаете, есть десятки мест, которые заслуживают уважения. Вот. Это Карен Алексанян, меценат болгарский, который... Говорил. Вот три образа стоят. Российские, выдающиеся российские художники, скульпторы установили. Я вместе с ними должен был стоять. Рядом должен был Ильбек стоять. Но почему-то его и там нет. Удивляется Карен. Настолько он удивлен, и он говорит, как же так? Пассивность нашего Десятки руководства. народов, наверное, более 15-16 национальных групп установили своих, российские тоже, Есенин, Пушкин стоит, Достоевский, все стоят своих великих представителей, все приходят, министры приезжают, благодарят, там, вернее, естественно, воздают должное перед Кареном, наши, мы не можем даже, я не могу даже от министерства вести ему грамоту, понимаете, мне стыдно это. Как же, почему это не организуют? Я уже обращаюсь туда третий раз. Сколько можно кланяться? Стыдно за наших. Вот мой доклад. Я здесь тоже говорю то же самое. Обетом, то, что я здесь сегодня говорил, это мое выступление на форуме, на Болгарьяде. Каждый год собираются дунайские болгары. Я там уже 4 раза побывал. Так что те же самые проблемы поднимает. Это одна из моих работ. Это аллея героев войны и труда. Вот. Здесь тоже мы видим, через эту мастерскую проходили уже не десятки, наверное, более полсотни работ. Здесь все было загружено у меня всегда. Герои Советского Союза, Поэтому, да. участников войны, великие. И сегодня мы представили здесь на летнем вернисаже 16 образов самых великих болгар-чувашских представителей. Вот. Ну, здесь у меня документы, которые я коплю для истории, мои обращения президенту и мои письма болгарским коллегам, их ответы, их согласие. Это приглашение президента Чувашии и министра культуры. Так что они все у меня накапливаются для истории. В конечном итоге у меня появится следующий альбом. Я не знаю, это будет, как некоторые говорят, Николай Григорьевич пишет только про себя, не только про себя, и про наших министров я пишу иногда. Так что
Надо работать сообща. Вот последнее письмо министерства, это отказ. То же самое, третий ответ, здесь мы видим, в связи с тем, что мероприятие по установке памятника известному чувашскому писателю Ильбекову, Мигула Ильбек, в городе Плиска, Болгария, не включены в план работы министерства 2018 года. Рассмотрение возможности выезда официальных представителей Чувашской Республики в Болгарию сегодняшний день не представляется возможным. Это же абсурд, черт Ты побери. не ради этого туда Чтобы обратился. выехать туда, понимаешь, Вот отписка. уже на готовый материал купить билет, хотя Карин настаивает купить мне билет, Николай Григорьевич. На худой конец я поеду, я же за свой счет поеду. Настолько позорно, что самый подарок дунайским болгарам от имени чувашского народа, они не могут купить мне билет в Болгарии туда-обратно. Мне даже стыдно об этом говорить, как Володя говорит, просить надо. Просить я не буду никогда, я не нищий. Так что будем работать. Я автор проекта этого фильма, который вы только что посмотрели. И лично от себя хочу сказать следующее. Николай Кондрашкин, скульптор из земли, где выросли поистине талантливые, гениальные люди, которые стали историческими личностями. Я бы о нем сказал следующее. Это он, кондор, орел, все видящий. Оком он видит то, о чем не ведает простодушный человек. Поставил перед собой грандиозные сверхзадачи по сближению двух народов. Исторических дунайских болгар и волжских болгар. И это невзирая ни на какие преграды, трудности для достижения своей внутренней цели. Что им двигает? А им двигает любовь к своему народу, не более. Английский парламент, к примеру, давно бы его уже воздвиг в рыцари и наградил бы титульным обращением «сэр».